السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Хвала Аллаху Всевышнему Субханаху ва Тааля за все те блага, которыми Он нас одарил. Сегодня у нас 10-й день поста прошел. Просим у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он принял наш пост, наши молитвы, наши дуа, наши просьбы, которыми мы обращались к Нему все эти 10 дней. Велел нам этот месяц Рамадан также провести в поклонении, в покорности и в айбадате. Сегодня 10-й день прошел, 11-й день, 11-ю ночь Рамадана мы вошли. И хотелось бы небольшое разъяснение, толкование дать суре Худ, которую мы сегодня будем в Таравихе читать, иншаллах. Вчера мы начали читать суру Худ, буквально 1,5 страницы прочитали, и сегодня же мы ее будем в Таравихе с вами слушать. Эта сура рассказывает нам истории народов, которые жили до нас. И народы эти были погублены наказанием Всевышнего Аллаха в этом мире. Здесь повествуется история о народах, которые жили до нас. Приходили пророки, посланники Всевышнего Аллаха, однако они не последовали за ними и в результате заслужили наказание и погибель уже в этом мире. Что же это за народы? В первую очередь Аллах Субханаху ва Тааля начинает с истории народа Нуха. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. И вот мы послали Ноя, к своему народу, и он сказал: «Воистину я разъясняющий, предостерегающий увещеватель». То есть я пришел к вам, чтобы предостеречь вас и разъяснить вам шариат, законы Всевышнего Аллаха, вашего Творца. «Алла та'буду илля Аллах, инни ахафу алейкум азаба яумин алим». Я пришел предостеречь вас и воззвать, чтобы вы никому помимо Всевышнего Аллаха не поклонялись, не обожествляли никого, кроме Творца, самого Аллаха. Ведь я боюсь, что иначе вас постигнет наказание болезненного дня, наказание судного дня. Что же сказал его народ, когда Нух пришел? Они сказали: «قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا». И его народ сказал: «Мы в тебе ничего необычного не видим. Ты утверждаешь, что ты посланник Божий, Всевышнего Аллаха, однако мы видим, что ты обычный человек, как и мы. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا». И мы видим, что за тобой последовали лишь самые ничтожные из нас, самые слабые и бедные. «Бадия ар-ра'и», и то они последовали за тобой, да не уразумев, не поняв всего смысла. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ. И мы не видим у вас какого-то превосходства над нами, но считаем вас лжецами. То есть Нух, алейхиссалям, когда пришел к своему народу, и это был первый народ, который совершил многобожие ширк в истории человечества. Да. Часто пишут в книгах религиоведения, что изначально человечество было идолопоклонниками, поклонялись разным явлениям природы и так далее, и так далее. Однако это не соответствует действительности. Истина же в том, что люди изначально были на единобожии и обожествляли лишь Всевышнего Творца Аллаха, начиная с Адама, алейхиссалям, с первого человека. Однако потом уже появилось язычество. И первым народом, который впал в это язычество многобожие, это был народ Нуха, которому был ниспослан
которым был и послан этот пророк. Однако, придя к ним и увещевая их 950 лет, лишь некоторое количество уверовало. Основная группа осталась на своем и не отходила от идолопоклонства и язычества. И затем Всевышний Аллах сказал Нуху алейхиссалям: وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. И мы тогда внушили Нуху, что те, кто уверовал до этого, помимо них из твоего народа уже никто не уверует. Он 950 лет призывал, какая-то группа уверовала, все остальные остались на своем неверии. Вот только вот эта группа и будут верующие, все остальные не уверуют, говорит Всевышний Аллах, потому что Аллах знает все будущее наперед. И тогда повелел Нуху соорудить ковчег, большой корабль, чтобы туда выгрузить все виды животных парами, и когда придет повеление Всевышнего Аллаха, спастись на этом ковчеге. И это повеление пришло. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين. И когда пришло наше повеление, говорит Всевышний Аллах, и вода забилась, с неба лился дождь, не прекращая, из-под земли моря поднимались, ручьи выбивали, то есть изо всех, отовсюду поднималась вода, и не было никакого спасения. Тогда Всевышний Аллах повелел Нуху спастись вместе с верующими на этом ковчеге и взять с собой парно от всех видов животных. И даже сын Нуха, алейхиссалям, он был из числа неверующих. И когда Нух его звал взобраться вместе с ним на ковчег, он сказал: «Каля саави иля джабали яасимуни миналь ма». Я поднимусь на гору и спасусь от этого потопа. Однако Нух сказал: «Каля ла асима аль-йаума мин амри Аллахи илля ман рахим». Не будет сегодня никакого спасения от кары, от наказания Всевышнего Аллаха, кроме тех, над кем Он смилостивится. «Вахаля бейнахум аль-мауджу факана мин аль-мугракин». И их разделила волна, и сын его был из числа утонувших. История первого народа Нуха. Пришел посланник, увещевал их, однако они не уверовали, отвергли, и их постигло наказание и кара Всевышнего Аллаха. Далее следует история другого народа. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. И к народу Ад, адиты, это народ, который жил в землях Йемена, нынешнее государство Йемен. В этих землях жил народ Ад. И к этому народу мы послали пророка Худа. И что же сказал ему Худ? Такие же слова, которые говорил Нух своему народу до этого. «Я каум, о мой народ, у'будуллаха, ма лакум мин илахин гайрух». Поклоняйтесь и обожествляйте одного лишь Всевышнего Аллаха, вашего Творца. Нет у вас божества, кроме Него. «Ин антум илля муфтарун». Воистину вы лишь измыслили и выдумали свои религии, своих божеств. «Я кауми ла ас'алукум алейхи аджра». О мой народ, я не прошу у вас за это никакой награды, за свою работу, чтобы вы не подумали, что я пришел обогатиться за счет своей веры, за счет своего призыва. Нет. И таковыми были все пророки. Они приходили, увещевали людей и не просили ничего взамен, никакого богатства или положения, что, несомненно, свидетельствует об истинности их пророчества. Однако, что же произошло? И он рассказал: «Калю яхуду, ма джитана бибайнати, ва ма нахну битарики алихатина ан каулик, ва ма нахну лака биму'минин». Они сказали: «О, Худ, ты нас призываешь, однако сам не показал нам никакого явного знамения, чуда, и мы не оставим своих божеств из-за твоих слов. Мы не веруем в тебя». Произошло то же самое. Какая-то группа уверовала, основная часть же осталась на своем, на язычестве, многобожии и поклонении кому-то помимо Всевышнего Творца Аллаха Субханаху ва Тааля. И их тоже постигло наказание
Всевышнего Аллаха. Какое же это наказание было? Ученые говорят, это был ветер. Ветер, который сдувал все на своем пути и превращался в пыль и прах. Ничего живого не осталось. Весь народ был погублен, кроме Худа, алейхиссалям, и тех, которые последовали за ним. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا. И когда пришло наше повеление, мы спасли Худа и те, которые уверовали, بِرَحْمَةٍ مِنَّا, по нашей милости. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. И спасли мы их от сурового наказания, говорит. Это второй народ, о котором говорится в суре Худ. Первый был народ Нуха, которых потопил Всевышний Аллах. Второй — это народ Худа, Самуд, самудяне, Адиты, Ад, которых поразил сильный ветер, ураган, который просто стер их с лица земли. Третий народ — وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُمْ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Третий народ — وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Это народ Самуд, самудяне, которым Аллах говорит: «وَإِلَى ثَمُودَ». И к самудянам мы отправили их брата Салиха, их брата, то есть их соплеменника Салиха, пророка Салиха. И что же он им сказал? قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. То же самое, что до этого говорил Худ и также Нух. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Всевышнему Аллаху. Нет у вас божества, кроме Него. Он создал вас из земли и расселил вас на ней. Так просите у Него прощения и покайтесь перед Ним. Инна Рабби карибум муджиб. Воистину мой Господь, Он близок и отвечает на мольбы». И что же произошло? Его народ, часть уверовала, часть отвергла его призыв, сказали: «Калу я Салих, када кунта фина марджуван кабаля хада». Они сказали: «О Салих, мы тебе доверяли до этого, мы надеялись на тебя, ты был среди нас почитаемым, знатным человеком, мы считали, что ты достигнешь величия и поможешь своему народу». Однако получилось наоборот. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Как же ты можешь нам запрещать то, кому и чему поклонялись до этого наши отцы и деды, говорит его народ. И также они отвергли призыв своего пророка Салиха. Более того, великое чудо, которое было послано, это верблюдица, которую вывел Всевышний Аллах из скалы, огромная верблюдица, они ее убили и тем самым заслужили наказание Всевышнего Аллаха. И тоже были погублены. Каким образом? Всевышний Аллах говорит: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. И когда пришло наше повеление Всевышнего Аллаха, мы спасли Салиха и тех, которые уверовали вместе с ним, по нашей милости и от позора этого дня. Это был позор. Люди не веровали в своего Господа и, опозорившись, заслужили его наказание. Воистину твой Господь могущественный, сильный. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. А тех же, кто был несправедлив, совершили зульм, поклоняясь кому-то помимо Всевышнего Аллаха, и также, убив эту верблюдицу, чудо, которое было послано, что их постигло? Их постигл сильный вопль, крик, от которого их сердца остановились. И они пали, остались лежачими в своих домах. То есть это был могущественный народ, который высекал дома в скалах. Этот народ, он просто пал. И в то время, после этого наказания, если кто-то приходил к их обителям, они видели, что эти люди лежали в своих домах, в своих обителях, в своих жилищах, намертво упавшие, как будто они там никакого наслаждения и не вкушали до этого. Таково постигло наказание народ пророка Салиха. Это уже четвертый народ, так?
народ Нуха, народ Худа, третий народ, народ Салиха, всех которых постигло наказание. Народ Нуха был утоплен, народ Худа постигло сильный ветер, и народ Салиха умер от сильного вопля, который разорвал их сердца, и они погибли после этого. И четвертый народ – это был народ Лута. Народ Лута, который, мы знаем, совершили мерзость. И как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране их описал, они сближались с мужчинами вместо того, чтобы сближаться с женщинами. И более того, совершали ширк, идолопоклонство и другие грехи. И когда им пришло повеление Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах их погубил. Каким образом? فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود. И когда пришло повеление Всевышнего, мы сделали верх его низом, говорит Всевышний Аллах. То есть Всевышний Аллах перевернул их селение верхом вниз. Это место, где они жили. Опрокинул вверх-вниз. И тех, которые как-то спаслись и пытались убежать, они были забросаны, обожженной камнями, обожженной глиной, которая касалась их, обжигала и тут же убивала. Это было наказание народа пророка Лута, который спасся, однако не спаслась его супруга, которой тоже коснулось наказания из-за того, что она была одной из тех, которая помогала и сообщала своему народу. И когда к Луту пришли два ангела в облике прекрасных людей, именно она сообщила народу, что у Лута есть прекрасные юноши, гости, приходите к ним и совершите свою мерзость. И за это их наказание тоже коснулось. То есть до этого пророк Нух, его сын был убит также. Его не спасло, что он был сыном пророка. А здесь супруга Лута, ее тоже не спасло, что она была женой пророка, тоже была погублена. Далее следующий народ, о котором упоминается в суре Худ, который мы будем сегодня, иншаллах, слушать на Таравихе, это народ пророка Шуайба. Народ пророка Шуайба. Народ Мадьян. Как Аллах говорит в Коране: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. И к Мадьян, к народу Мадьян, мы отправили их брата, их соплеменника Шуайба. И что же он им сказал? «Я кауми абудуллаха ма лакум мин илахин гайруху». Вот этот аят опять повторяется. И этот пророк также пришел: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, и нет у вас божества, кроме Него». «Валя танкусул микьяля валь мизан, инни аракум бихайри, ва инни ахафу алейкум азаба яумин мухит». И не обвешивайте людей в вопросах меры и веса. То есть микьяль валь мизан – это обвешивание людей в вопросах меры, это объемом получается, когда при торговле они обманывали людей, обвешивали, или же в весе они также при торговле лишнего взвешивали и таким образом обманывали людей. Это был грех народа Шуайба. И воистину я боюсь за вас наказание в день объемлющий, который всех объемлет. И что же произошло? Его народ также, часть уверовала, однако часть нет, и их постигло наказание Всевышнего Аллаха. Какое наказание? وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Такое же наказание, которое постигло народ Салиха до этого. Это был ужасающий крик, который погубил этот народ, которые на месте пали, когда на месте были убиты от этого вопля, от этого ужасающего звука, от крика. И они остались в своих домах, как Всевышний Аллах говорит, джафимин, лежать неподвижно. И напоминает: «Аллазина заламу الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها
ألا بعدا لبدين كما بعدت ثمود. Это уже у нас пятый народ, так ведь? Который был погублен, о котором рассказывается в суре Худ. И последний народ, который здесь упоминается, это народ Мусы, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, который пришел увещевать Фирауна. Однако Фираун возгордился, объявил себя Господом миров. «Ва ана раббукум аль-а'ля», я ваш величайший Господь, он говорил. Однако этот величайший Господь нашел свою погибель на дне, на самой глубине дна морского и был таким образом погублен. Вот эти 6 народов упоминаются в суре Худ. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля о них рассказывает. И говорит в конце: «Залика мин амба'ил кура накуссу алейка минха каиму ва хасид». Вот это есть сообщение истории деревень, народов, которые мы тебе рассказываем, говорит. Есть некоторые из них еще существуют по сей день. Можно увидеть эти дома, а некоторые уже не оставили после себя ничего. «Вама залямнахум валякин заляму анфусахум». Мы не были несправедливы к ним этим наказанием. Мы не были несправедливы, говорит Всевышний Аллах, когда погубили всех их. Среди них были разные, и стар, и млад, и мужчины, и женщины. Мы, говорит, несправедливы. Мы не были несправедливы. Однако это они сами были несправедливы. В чем? فَمَا أَغْنَدْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Вот это аят, пояснение всему тому, что мы сказали. В чем была их несправедливость? И что им не помогло? Аллах говорит: и не помогли им все их божества, к которым они обращались с мольбами, помимо Всевышнего Аллаха. «Мин дуниллахи мин шей лямма джаа амру раббик». От наказания Всевышнего Аллаха, когда повеление твоего Господа пришло. Ничто не спасет, ничто никак не поможет в этом мире человеку, кому бы он ни обращался, на кого бы он ни надеялся, будь это ложные измышленные божества, которым поклоняются, или его близкие, его положение, его богатство или имущество, или что-то материальное, как на примере сына Нуха мы видели. Да? Сын Нух на что полагался? Он не полагался на свои божества, он полагался, да, на материальное строение этого мира, скажем. Он считал, что если поднимется на гору, то тем самым спасется. Нет, даже это не спасет. Когда придет повеление Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, никто и ничто не способен этому человеку будет помочь. И далее Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сообщает: «Инна фи залика ла аятин лиман хафа азаб аль-ахира». И воистину в этих историях пророков есть аят, знамения тем, которые боятся наказания ахирата в следующей жизни. «Залика яумун маджму'ун лахун нас». И этот день, когда все люди будут собраны. «Ва залика яумун машхуд». И будут в этот день свидетельствовать. И далее говорит: «Яума я'ти ла такалламу нафсун илля би'изних». И в этот день придет никто помимо, без разрешения Всевышнего не будет говорить. «Фаминхум шакию ва саид». И люди разделятся на 2 группы. Будут те, которые счастливы, и будут те, которые несчастны. «Фаамма аллазина шаку фафи ннари лахум фиха зафиру ва шахик». А те, которые несчастны, они будут в огне. И их действия это будут рев и плач. Они будут кричать и плакать, и ничем это им не поможет. «Халидина фиха», вечно пребывать там. «Ва амма аллазина су'iду фафил джаннати халидина фиха». А те, которые счастливы, уверовавшие, они будут в раю пребывать там вечно. Говорит Всевышний Аллах. Вот эта сура Худ повествует нам о народах, которые жили до нас, и которых не спасло ни их положение, ни их величие, ни их богатство, ни те божества, которым они поклонялись, когда пришло повеление Всевышнего Аллаха, что указывает нам, что лишь на Всевышнего Аллаха следует нам полагаться, лишь на Его помощь надеяться, лишь на Его поддержку уповать, и ни на что, кроме Него.
Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.